ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 9:00. Городадминистрация. Семинар на тему аудита пожарной безопасности. Любое здание считается безопасным в двух случаях. Выполнены все требования, либо риск не превышает допустимых значений. Соответствующими проверками занимаются сотрудники отдела надзорной деятельности. Определяем категорию опасности данного объекта. То бишь, опасен этот объект при невыполнении данных нарушений или нет. То бишь, наступит ли опасный фактор пожара на человека до его эвакуации, до его спасения. Вот это вот нужно знать. По итогам выносится предписание. Например, после проверки Ухтинского музея выяснилось, в архиве нет системы дымоудаления. На помощь пришла независимая оценка пожарного риска. Проблему решили комплексом альтернативных мер. Зачастую предписания носят дорогостоящий либо капитальный характер. Например, ширина марша лестницы. То, что было нарушено при планировании или строительстве, сейчас исправить нереально. Эксперты находят безопасную альтернативу. Например, расширить эвакуационный выход. Да? Ну, это образно я вам говорю, конечно, потому что бывают разные ситуации. То есть, если в данном помещении положена ширина эвакуационного выхода 0,8 метра, предлагают, например, сделать 1,20 м, да, ширину. Либо, возможно, устанавливают различные водяные завесы над эвакуационными выходами. Предлагают вот какие-то другие мероприятия, которые конструктивно можно выполнить по данному объекту защиты. В нашей республике 5 фирм, имеющих право заниматься подобной деятельностью. География их расположения значения не имеет. Иногородние специалисты могут попросить выслать им схему строения здания. Однако сотрудники ОНД предупреждают, во избежание траты времени и бюджета лучше работать непосредственно на месте.